Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Коллективом шахты Наглинская выдан первый миллион с угольного пласта ДТ-19, разработка которого начата меньше года назад. Для этого проделана огромная работа по монтажу и перемонтажу оборудования. Введены в эксплуатацию два новых проходческих комбайна и запущены две лавы. Запасы угля шахты Наглинская на этом участке 147 миллионов тонн. Как в целом развивается угольная отрасль в регионе, поговорим с гостем студии Максимом Терещенко, министром промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каких результатов в угольной отрасли добилась Якутия за последние 7 месяцев? Хороший вопрос. Почему? Потому что шахтеры, горняки дают новые рекорды, тонны на гора. И, соответственно, если вот возьмем 7 месяцев, да, вы спрашиваете, за 7 месяцев у нас уже на сегодня выдано более 16 миллионов тонн. Это значимый прирост по прошлому году, когда по итогам такого же периода было немногим более 10 миллионов тонн. Я вот даже пример приведу, например, что компания «Эльгауголь» показала трехкратный рост своих показателей. Это ощутимые показатели для всей отрасли. Как известно, Якутия обладает обширными запасами ресурсов. Как вы оцениваете инвестиционные возможности региона? Какие природные ресурсы обеспечивают надежную основу для инвестиций и входит ли уголь в их число? Лучше всего оценку региона в плане инвестиций дают сами инвесторы. И когда и специалисты, конечно, в отрасли, да, которые по итогам прошлого года поставили наш регион на 10-е место в рейтинге среди всех регионов Российской Федерации. Это первое. Второе, что является основой? Конечно, в плане минеральной сырьевой базы. Мы понимаем, и многие годы у нас такой незыблемый фундамент – это алмазная промышленность, соответственно. Но в последние годы уверенными темпами ее догоняет нефтегазовая, золото. Но, например, для Южной Якутии это, конечно же, уголь. Но помимо этого, это касается и ряд наших небольших поселков на территории всей республики, где работают небольшие разрезы, но они тоже создают новые рабочие места. А вот будет ли это надежная основа в ближайшей перспективе, я скажу, это будет основа на протяжении многих лет и даже десятилетий. Потому что те проекты, которые сегодня реализуются у нас в Якутии, они формируют значимую экономическую базу и форматы, перспективы для развития населенных пунктов, а значит будущее для наших жителей. Замечательно. Все мы знаем, что Якутия по праву считается лидирующим регионом страны в угольной промышленности. Есть ли уже прогнозы по добыче угля по итогам текущего года и за счет чего конкретно планируете нарастить такие показатели? Прогнозы есть, причем за счет чего? Потому что постоянно работаем с компаниями, отрабатываем вопросы, с которыми не сталкиваемся, и, конечно же, помогаем их решать. Прогноз наш на сегодня, как мы оцениваем по итогам года, что по уровню добычи добьемся более 30, где-то 34-35 миллионов тонн угля. К слову, за прошлый год это было 20 миллионов тонн. Если смотреть позиционно, то мы выйдем на первое место среди всех регионов Дальнего Востока по таким показателям. После включения Забайкалья мы переместились с первого на второе место. Вот ряд этих лет идет. Но еще раз, за счет чего? Да? Компания «Колмар», которая развивает свои угольные проекты, шахту Наглинскую, обогатительные фабрики, проект Денисовский. Конечно, компания «Якутуголь», которая на протяжении многих лет являлась флагманом угольной промышленности, сегодня дает стабильные показатели, и благодаря модернизации фабрики, закупу техники, надеемся на эту стабильную динамику. И, конечно же, «Эльгауголь», в который в прошлом году пришел новый инвестор, и я уже о результатах этих сказал, но по итогам года будет еще более серьезный результат, соответственно, покажем очередной исторический рекорд. Давайте перейдем к другой, не менее важной теме. Это присутствие угольных компаний Якутии на международном рынке, а точнее экспорт якутского угля. Есть ли на сегодня сдвиги по вывозу угля в восточном направлении? Определены ли параметры вывоза угля и каков план экспортных перевозок у республики в целом на этот год? По итогам прошлого года, отмечу, у нас было поставлено на экспорт порядка 10 миллионов тонн угля, то есть практически половина.
основные рынки, да, основной рынок, можно сказать, Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня на первое место здесь выходит Китайская Народная Республика, но есть давние партнеры Южная Корея, Япония. Сейчас изучаются перспективы с учетом запросов индийской стороны, ну, куда, в принципе, поставки осуществимы. Тут вопрос ключевой, конечно же, в логистике. И здесь мы приходим, помимо морских портов, морского транспорта, к вопросу, в первую очередь, который сегодня прорабатывается. Республика участвует в разных рабочих группах, и в том числе Госсовета, и при Министерстве транспорта Российской Федерации, российских железных дорог по вопросам развития Восточного полигона. Ну, я скажу так, неделя не проходит, где мы не прорабатываем детальные вопросы, начиная от конкретных участков, продолжая подтверждение планов наших компаний. В отличие от многих регионов, наши планы подтверждены. Каждый объем, которым каждый миллион тонн, о котором мы говорим, у нас есть конкретная компания, понимание планов, ее развития и так далее. Поэтому рассчитываем, что задачи будем решать. Конечно, есть проблемы, но для этого и работаем, чтобы их решать и обеспечивать развитие и промышленности, и социального развития нашей республики. Максим Викторович, в июле текущего года, глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что по предложению Эльга-Угля они готовы рассматривать возможность строительства железнодорожной линии для вывоза угля из Якутии. Насколько вам кажется эта идея перспективной, какие маршруты можно сейчас рассматривать в качестве ключевых точек для успешного экспорта угля? Полностью поддерживаем этот проект. Действительно, ну, и вот в рамках тех рабочих групп, о которых я сказал, работаем и с Эльга-Уголь плотно, и с Министерством транспорта, с РЖД. Этот проект от Эльгинского месторождения до Охотского моря, он позволит нам обойти, ну, скажем так, узкие горловины, места по восточному полигону, чтобы уголь из Якутии стабильно поставлялся на экспорт. У компании, в отличие от многих в нашей стране, можно так сказать, да, имеется свой уникальный опыт строительства первой частной дороги, которая уже сегодня обеспечивает перевозки и продолжает эти объемы увеличивать. Поэтому, я думаю, и компании, и этому профессиональному коллективу все по плечам. Я думаю, справимся, содействие от региона, как глава республики сказал, будет оказано всеобъемлющее. Давайте поговорим про кадры. Не первый год ваше министерство активно ведет работу по трудоустройству выпускников. Можно ли считать профессию шахтера востребованной? Сколько сейчас получает шахтер в Якутии и какой процент молодежи работает в угольной отрасли региона? Скажу так, в Нерюглинском районе сегодня, ну как можно по-простому, да, сказать, дефицит рабочей силы. Если как когда-то в 70-е, 80-е годы туда ехали со всей страны, то и сегодня этот процесс получил новый виток. Введены новые объекты компании «Колмор». Они сегодня не только зазывают, они сегодня активно участвуют в вопросах подготовки кадров. Это, ну, для примера, возьму Южно-Якутский технологический колледж. Сегодня сфера сотрудничества выходит уже и за пределы, это и Хандыга, и Алданский политех, то есть, потому что нужны кадры. Северо-Восточный федеральный университет, технический институт, филиал, соответственно, в городе Нерюнгри. 100% востребованность кадрами нашими угольными компаниями. Эльга-Уголь и до этого работала с местным населением. С приходом нового инвестора сейчас ведут активную работу вот с нашим углеобразовательным профессиональным кластером. Сейчас, как во время визита в Нерюнгри, тоже обсудим эти возможности, перспективы. Компания изучила оборудование, оценила, что действительно оно обеспечивает потребность самой компании в кадрах. Основные профессии, понятно, горнорабочий подземный, машинист горновыемочных машин, электрослесарь подземный, работники для обогатительной фабрики, да, масса профессий, которые нужны. Я вот просто выпускникам этого года, которые закончили 9 классы, 11 классы, настоятельно рекомендую, обратите внимание на угольную отрасль. У нас в сентябре состоится знаковое мероприятие «Траектория карьеры» для выпускников, и там будут обсуждены каждая профессия детально, зарплатами и так далее. Зарплата в зависимости от позиции, то есть начиная от водителя, это там, от 60 тысяч рублей. Если работаешь на большегрузе, то зарплата смело может быть от 90 до 120, горнорабочие подземные от 90 и более.
То есть, ну, не каждая отрасль может такие зарплаты предложить. А расскажите, какие еще вызовы, помимо тени зеленой энергетики на уголь, вы видите для себя и других компаний в ближайшие годы? Интересное высказывание. Тень зеленой энергетики. Ну, подход на самом деле правильный. Об экологии надо заботиться. И спасибо нашим компаниям, что внедряют очистные сооружения, слышат тревоги жителей и работают в этом направлении. Вот недавно и высадка деревьев была в Нерюнгридском, если районе взять, да, в частности. А если о вызовах говорить, то вот мы затронули с вами вопрос кадров. Это вопрос очень серьезный, начиная от подготовки, продолжая привлечением кадров. И Нерюнгридский район по итогам прошлого года же показал впервые за многие десятилетия прирост именно работников ну, как сказать, работающего состава, да, категории рабочих инженеров за последние многие годы. Что еще в качестве вызов я бы отметил? Это автоматизация производства. Сегодня уже есть карьеры, в которых используются беспилотные большегрузные автомобили, и процесс он будет только усиливаться. Соответственно, мы должны учитывать это в нашем процессе в образовательном. Следующее – это, конечно, вопрос зеленой, ну, вообще зеленого подхода. Вы сказали зеленой энергетики, но помимо зеленой энергетики вопросы экологии. То есть это тоже будет накладывать на вопрос увеличения затрат, инвестиций и так далее. Но думаю, это тоже абсолютно нормальный тренд, потому что обеспечивает безопасность, в том числе и безопасность, да, людей, которые проживают на территории. Это, наверное, такие вот знаковые моменты, которые можно обозначить. Максим Викторович, в России в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник День шахтера. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить вас и работников, и ветеранов угледобычи. Спасибо. И если разрешите, я хотел бы пожелать нашим шахтерам, горнякам, обогатителям, машинистам, водителям, всем, кто занят в этом непростом деле, безопасного труда, в первую очередь, всегда с улыбкой, с достойной зарплатой, и главное, с крепким здоровьем возвращаться к своим родным после тяжелых будней, чтобы вас встречали с улыбкой, а работа приносила удовольствие, новых вам рекордов. Пусть все получится. Успехов вам, шахтеры, горняки. Спасибо вам большое, Максим Викторович. Благодарю вас. А я напомню, что сегодня мы разговаривали с министром промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Максимом Терещенко.